Доброе утро, дорогая Якутия! Как всегда, 7:00, телеканал Якутия-24, НВК Саха приветствует всех наших утренних телезрителей, кто сейчас находится по ту сторону экрана. С вами сегодня это утро встречаю я, Дарья Анкехова. И, как всегда, мы начинаем работать в команде большой. И хочу представить вам нашего нового ведущего. Это Евгений Никифоров. Евгений, и вам доброго утра. Всем привет, друзья! Здравствуйте, доброе утро, Дарья! Ну что, давайте для начала, конечно же, познакомимся, потому что телезрители все-таки привыкли видеть у нас один и тот же состав. Но вот что-то пора менять, и, собственно, весна. Хочется каких-то новых эмоций. Вот как вы попали в нашу замечательную утреннюю семью? Доброе утро, Дарья, еще раз. Доброе утро всем нашим телезрителям, нашим подписчикам телеграм-канала. Меня зовут Евгений Никифоров. Я родился и вырос в городе Якутске, я веду активный образ жизни. У меня есть ряд интересных увлечений. Пригласили меня на проект, на передачу «Испытано на себе». Мы даже сняли несколько выпусков, можно посмотреть. Особенно удачно про скалодром получился, на мой взгляд. И пару недель назад наши теперь уже коллеги попросили меня попробовать быть соведущим в программе в эфире «Утро Якутии». Мне кажется, это прекрасно. Ну и сразу давайте отметим, все-таки работать в съемочном процессе, когда эфиры записываются, где можно все подрезать, урезать. Вот сейчас первые минуты ведения прямого эфира. Какие эмоции? Да, безусловно, это очень большая ответственность. Я очень-очень сильно волнуюсь, но уверен, что такие профессионалы, коллеги, как вы, как вся съемочная группа, помогут мне в этом, и все будет прекрасно. Ну и, конечно, мы желаем вам такого хорошего дальнейшего плавания вместе с нами, да? Спасибо. И я уверена, что ваше позитивное такое настроение будет передаваться каждому нашему зрителю. И еще раз напоминаю, Евгений Никифоров, новый ведущий программы «Утро Якутии». Ну что, дорогие друзья, как всегда, мы начинаем активно эту неделю. Это, как обычно, у нас будет зарядка, будут позитивные новости. Дадим вам несколько полезных советов. Оставайтесь вместе с нами и встречайте утро, как всегда, на телеканале Якутия-24. А эфир мы начнем по традиции с информации о погоде. В центральных районах температура воздуха на 6 часов утра была на отметке минус 41 градус. В заречной группе минус 24. В южных 35-21 ниже 0. В Вилюйской группе 44-27 градусов мороза, в Нижнеленских 40-30 со знаком минус. В западных районах 32-23 ниже 0. В Колымын-Дигирской группе улусов 41-24, в Янских 48-31. На северо-западе до минус 34. В Якутске температура воздуха на 6 часов утра была на отметке минус 37 градусов. Атмосферное давление 760 миллиметров ртутного столба. Штиль. Сегодня днем солнечно, без осадков. Ветер северо-западный от 1 до 2 метров в секунду. Температура воздуха ожидается до минус 24 градусов. Зима продолжает радовать нас снежком и морозной свежестью. Кстати, ведь уже весна на самом деле наступила, а это значит, что самое время поговорить о зимних видах спорта. Ленские лыжники продолжают свои тренировки. Сегодня команда готовится к соревнованиям, которые через месяц пройдут в городе Мирный. Каждый день ребята покоряют горнолыжные склоны, а на одной из тренировок побывала и наша съемочная группа. Не бойся, не переживай, нормально все будет. И там не притормаживай. Ты там внизу, наоборот, должна больше скорость набрать. Окей? Готова? Да. Участник готов? 3, 2, 1, старт! Давай, 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 давай. Вот так, маленькими шагами к большой цели – кататься на горных лыжах, как мастера. Начинается зов, учатся держать равновесие, правильно поворачивать и даже падать. Воспитанники младшей группы. Также среди изучаемых элементов загрузка внешней ноги в плуге, повороты в плуге и выход из плуга на параллельные лыжи. Получается не у всех и не сразу, но ребята стараются. Достичь поставленной цели начинающим лыжникам помогает тренер Алевтина Кустова. Задавили. Коленочки. Хоп. Наклонились. Хоп. Понял? Тренировка у нас начинается обязательно с разминки. Мы разогреваемся, делаем разминочку общую. Вот, делаем 2 свободных спуска, тоже разминочных. После чего у нас начинается, у старшей группы мы вкатываем в трассу. Вот, естественно, учитывая все нюансы прохождения трассы. А с маленькими ребятишками мы изучаем новые элементы.
У младшей группы уже состоялись первые соревнования. И, надо сказать, ребята показали хороший результат. Тренировки проходят у каждой группы в свое определенное время. В вечернее покоряют горнолыжный склон лыжники постарше. Среди них Аня Бардакова со своей мамой. Они обе занимаются в секции. Мама со мной пришла и тоже захотела. Скажи, а не страшно такие спуски большие? Но иногда страшно. А так, если хочешь, то сделаешь. Она очень заинтересована в занятиях. Тем более у нас грех не заниматься, все бесплатно. Очень хорошие лыжи, палки, сами ботинки замечательные. Совместное времяпровождение еще с ребенком. Да, это очень важно в наше время, чтобы подальше от телефонов. Лучше вот на спуск, на гору, в лес. Да, это здорово. Лиза Авдеева – новичок в лыжном спорте. Она посещает секцию только с этого года. Девочка уверенно скатывается со 150-метровой горы вниз, аккуратно объезжает установленные фигуры, подняться на вершину лыжникам помогает подъемник. Процесс обучения всегда веселый и запоминающийся. Впечатления, признается Лиза, потрясающие. Не знаю, мне всегда нравилась зимняя погода, и я любитель такого экстремального спорта. Все очень нравится, классный тренер, классный коллектив. Илья Авдеев покоряет горнолыжные склоны 6 лет. Он участник многих соревнований. Мальчик катается уже профессионально, умеет делать различные трюки. Вальсет. На одной лыже еще могу кататься. Спиной вперед могу еще кататься. Сегодня секцию горных лыж посещает более 60 человек. Это дети с 7 до 18 лет, а также взрослые. Самой старшей воспитаннице 64 года. Лыжный инвентарь всем обучающимся предоставляют бесплатно. Сегодня все группы готовятся к районным соревнованиям, которые пройдут в марте. А после лыжникам предстоит представлять наш район уже в Мирном. Тренер уверен, что шансы на победу большие. Светлана Балеева, Виталий Андреев, Ленск. Чтобы быть такими же сильными и энергичными, как ленские спортсмены, не обязательно сразу покорять горные вершины. Можно начать с простого. Например, ввести в свою рутину утреннюю зарядку. Евгений, как относитесь к зарядке? Отношусь очень положительно. Со школьных лет это прям начало каждого дня. Зарядка бодрит, впечатляет, заряжает эмоциями. Это здорово, я считаю. То есть делаете ее регулярно? Регулярно, раз в месяц. Это прям стабильно. Рекомендую всем делать ее почаще все же. Раз в месяц это же совсем мало. Тем не менее, всего 5 минут физической активности, и вы зарядитесь бодростью на весь день. Улучшите настроение, подготовите тело к новым свершениям. Руки убираем на пояс. Начинаем с движений головы. Из стороны в сторону то же самое. По кругу. В обратную сторону. Расслабились. Плечи вверх-вниз. Вниз бросаем с особой силой. Прижимаем плечи к полу. Руки складываем на плечи. Вращаем вперед. Интенсивно. Обратно. Отлично. Закончили. Ножки поставили на ширине плеч. Ручки в сторону. Делаем наклоны. По 2 раза в каждую сторону. Ручки обязательно возвращаем в исходное положение. Закончили. Вращаем вокруг себя таз. Разминаем тазобедренные суставы. Поменяли направление. Собрали ноги вместе. Ручки в стороны. Скручиваем бедра вокруг себя с максимальной скоростью, которую можем себе позволить. Одну ножку открываем в сторону. Продолжаем скручиваться. Переходим с одной ноги на другую. Отлично. Ножки на ширине плеч. Ручками в сторону потянулись. Тянемся.
Нижнюю часть корпуса оставляем на месте. Колени прямые. Тянемся только за счет грудной клетки в каждую из сторон. Смещаем корпус с стороны в сторону. Собрали ножки. Делаем приседания, подъемы на полупальцы. Вниз, вверх. Отлично. Повращали стопу. Повращали другую. И желаю всем сегодня отличного дня. Ну а далее наши коллеги поделятся с вами последними новостями. Доброе утро, Якутия. Далее блок новостей. Турция заверила Россию, что примет необходимые меры после попытки атаки украинских беспилотников на компрессорную станцию «Русская» в Краснодарском крае, обеспечивающую подачу газа по газопроводу «Турецкий поток». Об этом стало известно после переговоров министра иностранных дел России Сергея Лаврова с его турецким коллегой. Российская сторона призвала оказать воздействие на Киев, чтобы предотвратить подобные атаки в будущем. Министр иностранных дел Турции заверил, что необходимые меры будут приняты. Напомним, Минобороны России сообщила, что в ночь на 28 февраля 3 украинских беспилотника попытались атаковать станцию «Русская». Точная копия Знамени Победы прибыла в Ленский район Якутии. Торжественную встречу Алого Стяга провели у мемориала славы в Ленске. Почетное право принять знамя было предоставлено Валериану Рыбкину, почетному гражданину района и ребенку войны. В церемонии также приняли участие юноармейцы из Мирного и Ленска. Затем Знамя Победы было доставлено в Ленский дворец культуры, где состоялось вручение юбилейных медалей ветеранам тыла, приуроченное к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Ленчане передадут символ победы в Момский район. Завершится эстафета 9 мая в Якутске. В Саха-национальной гимназии торжественно отметили 25-летний юбилей музейного центра «Картинная галерея». Основатель галереи, кандидат педагогических наук Светлана Гоголева принимала поздравления от выпускников разных лет, их родителей и коллег. За четверть века галерея превратилась в настоящий музейный центр, обладающий богатой коллекцией работ известных художников Якутии. Картинная галерея играет важную роль в эстетическом воспитании гимназистов, прививая им любовь к искусству и культуре родного края. Дети, которые принимали участие в наших салонах, у них как бы повышается тяга к красоте. Они становятся более чуткими, более восприимчивыми к красоте этого мира. Более 150 ребят представят Якутию на Всероссийском чемпионате по профессиональному мастерству «Профессионал-2025». Прошло закрытие регионального этапа чемпионата. Соревнования проходили с 15 января по 28 февраля. Более 1000 школьников, студентов колледжей и техникумов продемонстрировали свои навыки и умения по различным компетенциям. От огранки алмазов до эксплуатации беспилотных летательных аппаратов. Их выступления оценили эксперты, мастера производственного обучения, представители работодателей. В этом году конкурс проводился в 3-й раз. Участники 2 категории конкурсантов. Студенты профессиональных образовательных организаций. В юниорском зачете выступили школьники. Всего 154 компетенции, из которых 7 новых по направлениям: медицины, традиционного пошива одежды, национальной кухни и цифровой возможности. Лучшие из лучших, которые докажут всей России свои высокие компетенции, они смогут попасть в финал, национальный финал, который пройдет в этом году в разных городах, в том числе Нижний Новгород, Санкт-Петербург и, возможно, Великий Новгород. Так что пожелаем нашим ребятам успехов на всех этапах Всероссийского чемпионатного движения «Профессионалы».
Плановая проверка системы оповещения для населения пройдет в Якутии 5 марта. В рамках проверки будет произведен запуск электросирен в 10:40 по местному времени. Система оповещения предназначена для своевременного информирования граждан о чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера. Звуковой сигнал «Внимание всем» прозвучит без перерыва вещания общероссийских обязательных теле- и радиоканалов. Жители республики просят сохранять спокойствие. Подача звуковых сигналов носит плановый характер. Единое пособие – это ежемесячная выплата, которая предоставляется семьям с детьми в зависимости от их финансового положения и определенных условий. Оно может стать значительным подспорьем для семей, нуждающихся в дополнительной финансовой поддержке. Сегодня мы поговорим о важных изменениях в ежемесячной выплате на детей до 17 лет. Эти изменения могут повлиять на тысячи семей, поэтому давайте разбираться детально. Кому положены новые выплаты, как их оформить и на что стоит обратить особое внимание. У нас в гостях Юлия Капитонова, специалист клиентской службы Центра «Мои документы». Доброе утро. Доброе утро, Юлия. Ну, для начала, первый вопрос, конечно, раз уж заговорили про изменения. Основной, конечно. Давайте... Вообще, что такое единое пособие? Да, что такое само по себе единое пособие? Вкратце, что можно? Ну, единое пособие – это господдержка в виде ежемесячной выплаты беременным женщинам, вставших на учет в срок до 12 недель, и семьям на детей от 0 до 17 лет. Единое пособие назначается Социальным фондом России при соблюдении нескольких условий. Во-первых, заявитель и его ребенок должны быть гражданами Российской Федерации и иметь постоянную приписку в нем. Во-вторых, среднедушевой доход члена семьи не должен превышать прожиточный минимум. В-третьих, учитывается имущественное положение семьи. И в-четвертых, обязательно должен быть доход у взрослого члена семьи, либо же уважительная причина его отсутствия. Единое пособие может назначаться в размере 50, 75 или 100% от величины прожиточного минимума. Ну, сразу вопрос, а какой сейчас прожиточный минимум? Прожиточный минимум сейчас в зависимости, зависит по-разному. То есть единое пособие назначается в зависимости от зоны в республике. Они делятся у нас по районам. Первая зона – это северные районы, вторая зона – это город Якутск и центральные районы. Также отличается на детей выплата, назначается прожиточный минимум на душу населения в регионе. А беременным женщинам назначается прожиточный минимум на трудоспособного гражданина. То есть надо четко для начала понимать, да? Да. Разбираться. А какой расчетный период? Есть ведь определенный период, в течение которого рассчитывается доход? Расчетный период среднедушевого дохода для единого пособия составляет 12 календарных месяцев, предшествующие 1 месяцу перед подачей заявления. То есть, если вы будете подавать заявление в марте 2025 года, срок будет период с февраля 2024 года по январь 2025 года. Какие еще есть изменения в едином пособии? В едином пособии с 1 января 2025 года значительные изменения появились в правила минимального размера оплаты труда при расчете доходов. То есть единое пособие сейчас будет назначаться семьям, если у взрослого члена семьи доход составляет не менее 4 МРОТ. МРОТ в республике в 2025 году составляет 22 440 рублей. То есть за весь расчетный период у взрослого человека за год доход должен составлять не менее 89 760 рублей. Вот так, то есть все очень четко. Да. И обязательно не должно быть причин отсутствия заработка. То есть если в этот расчетный период все-таки была уважительная причина по отсутствию доходов, тогда минимальная планка в 4 МРОТ будет пропорционально уменьшена. Ну, то есть достаточно сложно зачастую людям самостоятельно разобраться, да, вот подсчитать МРОТ. Это для обычного человека сложновато, действительно. В этом случае, конечно, приходит на помощь Центр «Мои документы», да. Если вдруг все-таки мы захотим подать заявление, какой пакет документов нужен и какой срок рассмотрения заявки? И где можно это сделать, самое главное? Пособие можно подать электронно через портал госуслуг. Также можно обратиться в Центр «Мои документы». Вживую. Да, вживую. Пакет документов полностью можно узнать, проконсультироваться в
позвонив на горячую линию центра 8 800 122 16, также на сайте МФЦ, либо же позвонить на горячую линию социального фонда. Там тоже могут сказать полностью. То есть, если все-таки мы сейчас подытожим наш разговор, да, самые главные изменения это вот по поводу вычислений, да? Вычисления. Также есть тоже изменения в части, во-первых, это автоматическое начисление выплаты на новорожденных. То есть, если семья ранее уже получает единое пособие на старших детей, так и у них родился еще ребенок в этом году, на них будет назначаться автоматически в течение 10 рабочих дня с регистрацией рождения в ЗАГСе. Не нужно будет дополнительно идти, подавать какие-то заявления, документы, это произойдет само собой. Но если родился первый ребенок, то заявление подавать нужно. Во-вторых, это синхронизация периодов назначения выплат. То есть это касается семей, у которых срок выплат на детей разный. Да? Они могут подать заявление теперь на всех детей, когда заканчивается период на одного из них. При этом не будет учитываться выплата, ранее полученная выплата на других детей. Ну, то есть так достаточно сложно разобраться. Не просто на первый взгляд, но я думаю, с помощью специалистов Центра «Мои документы» эта процедура станет гораздо проще, приятнее и доступнее. Ну и если вдруг возникают вопросы, то консультацию всегда можно получить как онлайн, так и в офисах Центра «Мои документы». Конечно, да. Все верно. Спасибо большое за то, что посетили наш утренний эфир. Мы надеемся, что именно благодаря такой полезной информации многие семьи все-таки либо начнут оформлять пособие, да, либо все-таки продолжат в удобном для них виде. Формате, да. Все верно. Спасибо большое. Мы желаем вам хорошего рабочего дня. Спасибо. До свидания. До свидания. Ну а сейчас мы переходим к теме, которая, к сожалению, становится все более актуальной. Речь пойдет о мошенниках, которые пользуются доверием людей, особенно пенсионеров. В последнее время участились случаи, когда злоумышленники звонят или пишут пожилым людям, обещая прибавку к пенсии, особые выплаты и так далее. Но вместо помощи они выманивают у них деньги или личные данные. В нашем следующем сюжете мы расскажем, как распознать таких мошенников, какие схемы они используют и как можно защитить свои сбережения. Вам полагается прибавка к пенсии. Мошенник звонит будто из социального фонда и сообщает пожилому человеку, что у него обнаружился неучтенный трудовой стаж. Если подать заявку на перерасчет, можно получить ежемесячную прибавку к пенсии и компенсацию за прошлые годы. Мнимый сотрудник соцфонда уверяет, что для оформления никуда идти не надо. Достаточно продиктовать реквизиты банковской карты и код, который придет на телефон якобы для подтверждения заявки. Но если пенсионер все скажет аферистам, то откроет им доступ к своим деньгам. Мошенники смогут попасть в его личный кабинет и на сайте банка обчистить счет. Как оказалось, такие или похожие звонки поступают почти каждый день и к якутянам. Мошенники звонят вам? Да, часто. Якобы там долг по налоговой, еще что-то. При этом я четко понимаю, что нету никаких долгов и так далее. По несколько раз в день, как правило. Да. А какие схемы вам предлагают? Откуда вы узнаете, что это мошенники? Ну, предлагают продлить договор с МТС. Предлагают различные провести операции по подтверждению учетных записей и так далее. И спрашивают все это, сбережений есть или нет. Вот так. Со знакомых там деньги вымогали, там что-то 25 тысяч. Специалисты ведомств не устают повторять и предупреждают, что это мошенники. Специалисты отделения социального фонда по Республике Саха-Якутия никогда не звонят и не запрашивают по телефону личные данные граждан, в том числе банковские карты, пластиковые карты. Для уточнения информации о том, положены ли вам какие-либо выплаты, льготы, компенсации, другие меры поддержки, вы можете обратиться по месту жительства в клиентскую службу либо по телефону единого контакт-центра 8 800 102 0001. Когда кто-то спрашивает персональные данные, реквизиты карты или банковские коды, нужно немедленно прекращать разговор. Любую информацию о вашей пенсии стоит перепроверять через МФЦ или ближайшее отделение соцфонда. Сегодня 3 марта. Это не просто очередной день календаря, а дата, которая отмечена множеством интересных и важных событий в истории.
Например, именно в этот день, в 1861 году, император Александр II подписал манифест об отмене крепостного права в России. Это стало настоящим переломным моментом в истории нашей страны, который изменил жизни миллионов людей. А еще 3 марта 1924 года вышел первый номер детского журнала «Мурзилка», который до сих пор радует юных читателей своими историями и иллюстрациями. О других знаменательных событиях этого дня мы узнаем в нашей постоянной рубрике. На календаре 3 марта. Сегодня отмечают Всемирный день писателя, Всемирный день дикой природы. По народному календарю овсянки. В этот день почитали птичку-овсянку, которая слыла вестницей скорого тепла. Прилет овсянки в этот день обещал скорое наступление теплых дней. Люди говорили, что в этот день нет от Ярилы укрытия снегу, топит он его, не жалея сил. Женщины пекли овсянки, овсяное печенье. Этот день в истории. 1585 год. В Веченце открылся театр Олимпико. 1613 Земский собор избрал царем Михаила Федоровича Романова. 1861 император Александр II подписал манифест об отмене крепостного права. 1920 в Москве открылся Дом печати. Сегодня Центральный дом журналиста. В этот день родились Алексей Абрикосов, российский предприниматель, основатель концерна «Бабаевский». Александр Белл, американский ученый, изобретатель и бизнесмен, основоположник телефонии. Татьяна Акуневская, советская актриса театра и кино. Артур Корнберг, американский биохимик, нобелевский лауреат. Римма Маркова, советская и российская актриса театра и кино, народная артистка России. Именины сегодня отмечают Василий, Виктор, Владимир, Кузьма и Лев. Вот такие замечательные даты и события. Вообще эту рубрику действительно очень ждут многие наши телезрители, потому что всегда приятно узнать о каком-нибудь празднике. Вот, например, проснулся и думаешь, а иногда праздники ведь бывают очень интересные, там день улыбки, день, не знаю, необычные, стиральной машины, день там и так далее. Ну, почему бы и нет, да? На самом деле, да, когда наша жизнь — это сплошной праздник, ведь становится веселее на душе, легче жить и интереснее. Евгений, вот ты правильно говоришь, главное вот веселее жить. И, собственно, вся эта неделя, мне так кажется, у девушек уже праздничная. Вот прям с понедельника чувствуется уже тот самый замечательный праздник, 8 марта. Однозначно настрой уже весенний, настрой уже праздничный. Вот, Дарья, скажи, чувствуется ли для тебя эта весна, несмотря на то, что сегодня у нас 40 градусов с утра, по-моему, было, судя по прогнозу погоды. Вот как ощущения внутренние, может быть, внешние, наступила весна или нет? Ты знаешь, для меня весеннее настроение — это даже не больше вот по климату, да, это вот больше про позитив. А вернувшись вот после такого хорошего отпуска в рабочую обстановку, здесь прям весна. Просто весна по коридорам у всех. Вот у меня еще и новый соведущий, знаешь, такой весенний подарок, так сказать. Поэтому я думаю, что у меня весна уже наступила в душе. Прекрасно. Ну а вообще к Международному женскому дню есть и такие очень добрые новости. Так, в местной теплице вырастили более 20 тысяч тюльпанов. Представьте, сотни разноцветных бутонов, которые уже готовы порадовать женщин в этот замечательный праздник. Агроном Алена Колесова рассказала, что луковицы тюльпанов привезли из Нидерландов. Сначала рассада отдыхает в подвале, чтобы окрепнуть, а потом ее высаживают в теплицу, где цветы получают всю необходимую заботу. Их подкармливают, обрабатывают и бережно выращивают. Вот бы нам с такую заботу. Тюльпаны у нас поступили из Голландии в конце октября. Поступило к нам около 20 тысяч штук тюльпанов, луковиц. Выращиваем. У нас уже вот подходят бутончики, бокалы набирают цвет. В понедельник уже будет глобальная срезка к 8 марта. К 8 марта мы планируем уже почти закончить срезочку к праздникам. При поступлении луковиц, тюльпанов мы, конечно, их осматриваем. Осматриваем, чтобы не было никаких повреждений, болезней. Садим, получается, и спускаем их в подвал, где в подвале они хранятся некоторое время определенное, набирают силу, а луковицы, получается, вытягиваются, подрастают, и в определенный период времени мы их вытаскиваем в теплицу, где уже
при определенной температуре, которую мы обязательно поддерживаем, они, получается, начинают расти, тоже набирают силу, мы их подкармливаем, обрабатываем, и тюльпанчики уже набирают силу, рост, и появляются бокальчики, набирают цвет, и начинается срезка тюльпанов. Кстати, многие жители Якутии отметили такой очень интересный факт, что тюльпан это выращивают и у нас, верно, в республике. И совсем скоро на прилавках магазинов можно будет встретить якутские тюльпаны. И это не из истории про что-то невероятное. На самом деле будут скоро совсем якутские тюльпаны. Это реальность. Цветочные магазины и теплицы вовсю готовятся к этому дню. Тюльпаны, розы, мимозы, другие весенние цветы уже набирают цвет, чтобы порадовать женщин в их праздник. Между прочим, женщин нужно радовать не только в праздник, но по возможности всегда. Ну а ведь 8 марта уже на носу. Кстати говоря, мы даже не задумываемся, откуда взялось это выражение «на носу». А история у него довольно интересная. Давайте узнаем поподробнее. Доброе утро, дорогие телезрители! Как говорится, весна на носу. А почему, кстати, на носу? У этого фразеологизма или устойчивого выражения есть несколько объяснений. Во-первых, нос находится, очень близко с человеком. И поэтому, когда мы говорим «на носу», это обозначает что-то очень близкое, рядом. Однако у этого фразеологизма есть еще одно объяснение. Слово когда-то в древности были такие деревянные таблички или палочки, на которых делали засечки. Эту табличку или палочку всегда носили с собой, и поэтому тоже ее называли нос, то есть как бы сокращение, бессуффиксное образование от глагола «носить». Так вот, на этой дощечке делали зарубки, чтобы отметить какие-то важные события. И чем ближе это событие, тем, соответственно, и было важнее носить с собой этот самый нос. Поэтому, когда мы с вами говорим о чем-то приближающемся, мы с вами говорим «на носу». Весна на носу. Давайте говорить правильно. На носу у нас много интересного. Всего доброго! Что ж, мы подробно разобрали это крылатое выражение, понимаем, что такое весна на носу, а теперь на самом деле, когда весна уже действительно на пороге, самое время заглянуть немного вперед к жаркому якутскому лету. В Нерингре, например, уже вовсю идет подготовка к яркому, масштабному, самому важному празднику Эсэх. В этом году Эсэх Аланхо в Нерингре пройдет 4-5 июля. Национальный праздник республиканского уровня впервые состоится в столице Южной Якутии. Сегодня ведется активная подготовка к данному событию, и большое внимание уделяется особенно национальным нарядам. С мастерицами этого направления встретились наши коллеги. Знакомство и совместная творческая деятельность создателей мастерской «Этностиль» началась 10 лет назад с изготовления костюмов для выступлений учащихся Нерингринской воскресной школы. Спустя 5 лет мастерицы вывели свое хобби на профессиональный уровень, официально зарегистрировав свою деятельность. Начинали мы вдвоем, причем начинали дома у Елены Михайловны. То есть это была прямо конкретная домашняя мастерская. Но, слава богу, опять же, с помощью неравнодушных чиновников нашего района и города нам выделили вот это помещение, в котором мы до сих пор работаем. А сейчас нас стало больше. У нас еще 2 надомные швеи. Сегодня в мастерской «Этностиль» кипит работа по созданию сценических костюмов и костюмов в стиле этно. Начинается все с того, что Елена Михайловна пишет мне, значит, или в 7 утра, или в 2 часа ночи. Михайловна меня осенила. И начинает, значит, свои творческие концепции выкладывать. Потом это все переходит, значит, вот в такие эскизы. Основной заказчик мастерской «Этностиль» сегодня – Управление культуры Нерингринского района. Это костюм «Солнце». Здесь в технике батик я красила ткань. Здесь нарисованы вот такие солнца. Такой образ немножко военизированный со шлемом. Здесь у нас есть стразы сваровские и очень крепкие стразы, пришивные. Все это пришито руками. У нас здесь используются хальнитены, цепь. Мы стараемся, чтобы костюм был удобен для артиста, который будет работать несколько часов, чтобы он был красив, качествен и долг в обслуживании. Мастерицы ведут активную подготовку к Эсэху Аланхо, где можно будет во всей красе показать лучшие наряды. Уже пошита серия холодаев с эксклюзивными национальными вышивками и различными комбинациями оттенков ткани. А впереди еще много работы. Секретом являются сами костюмы, но эскизы мы можем показать.
И над ними сейчас идет работа по шитью основ, по потом детальной расшивке всех костюмов. Это будут очень богатые костюмы, украшенные натуральными камнями, стразами Сваровски, значит, крашенными элементами в технике батик, мокрый, сырой, все возможные техники покраски ткани. Будем использовать натуральные материалы. Мех, норки, чернобурки разных оттенков. С такими нарядами на Исехе Аланхо можно будет еще глубже познакомиться с богатством многонационального Нерюнгринского района культур народов Якутии. Екатерина Павлова, Захар Головин, Нерюнгри. Мы передаем пламенный привет городу Нерюнгри и всем жителям, в частности, вот замечательным мастерицам. С Веленой Мещан мы знакомы уже не первый год, и действительно с ней даже снимали несколько проектов, поэтому отдельный привет Велене и ее вот замечательным таким единомышленникам. Ну а вообще в целом подобные красивые костюмы, это, конечно, я бы сказала, даже, мне кажется, некое искусство. Произведение искусства, каждый костюм, безусловно. Создавать, придумывать, а еще сшить и воплощать это все в жизнь, это, конечно, великое дело. Ну и как у любого костюма, мне кажется, вот украшение всегда дополняет костюм и добавляет такую изюминку. Мелочи играют самую важную роль в любом деле, даже в костюме. Кстати, в Якутском музее хранится уникальное древнее тазобедренное украшение, которое является настоящим сокровищем якутской культуры. Оно не только демонстрирует мастерство древних умельцев, но и рассказывает о традициях, верованиях в образе наших предков. Давайте познакомимся с этим потрясающим экспонатом. Здравствуйте, меня зовут Елизавета Алексеева, я специалист сектора этнографии Якутского музея имени Емельяна Ярославского. Сегодня я хочу вам рассказать про экспонаты из нашего фонда, которые выходят, экспонируются не так часто. Вот тут мы видим, например, вот такую витрину. Это вот с раскопок 1937 года из Мегино-Кангаласского района Марукского наслега в местности Кистербить. Все, наверное, помните, что в музее лежала мумия девушки. Данные предметы, они принадлежали девушке, которая экспонировалась в нашем музее с 1937 года по 1998 год. По легенде, она была невесткой Аба Оз Джарго Идильгин, и ввиду того, что она была в очень хорошем состоянии, мумифицирована, да, ее погребение, они, сотрудники Якутского музея в руководстве Ивана Дмитриевича Новгородова перенесли в музей и экспонировалась очень долго. Среди погребального инвентаря между могильными ямами были найдены чорон, наполовину врытый, да, в землю, несколько ребер лошади, цельная берестяная полоса у росы, под головой погребенный меховой кафтан был, и 2 деревянные коробочки, ложка и рукоятка от плети. А также были еще 27 штук иностранных монет. Украшение, которое называется тюгюлюк, это набедренные украшения поверх одежды кабака-семяга натазника. На этой витрине мы видим на спинную часть женской шубы Тангалай XVIII века. В конце 1990-х годов ее обратно перезахоронили в ее родном Марукском наследии. И вот эти предметы, то, что осталось от этого погребения. Мы уже успели поговорить о культуре, традициях и даже древних украшениях, которые хранят в себе многовековую мудрость. Но знаете ли вы, что еще может рассказать нам о прошлом, настоящем и, конечно же, будущем? Это гороскоп. Ну и сразу возникает вопрос, Евгений. Верите ли в гороскоп? Предполагал этот вопрос, да, тематика у нас довольно актуальная. В гороскоп удобно верить, когда происходят только приятные вещи. Когда в гороскопе какие-то негативные моменты, ты в них не веришь. Когда происходят приятные вещи, ты думаешь, вау, это благодаря гороскопу. Я думаю, у большинства людей так, а вот как у тебя с этим? Ну, все примерно то же самое, но благодаря вот нашей работе, хочешь не хочешь, гороскоп все-таки слушаешь. Ну и Безусловно. как обычно, если что-то хорошее запомнила, если что-то плохое пропустила. В принципе, именно для этого наша рубрика и существует, ведь все-таки верить или не верить — это дело каждого. Но, собственно, узнать, что же нам звезды сулят на эту неделю, узнаем прямо От гороскопа никуда не деться.
Овен. Неделя начнется с мощного энергетического импульса, который подтолкнет вас к активным действиям. Однако не стоит бросаться в авантюры, особенно в финансовой сфере. Велика вероятность необдуманных трат. В конце недели прислушайтесь к близким. Их советы окажутся полезными. Телец. Для тельцов это время переосмысления ценностей и поиска баланса между работой и личной жизнью. В начале недели могут появиться важные вопросы, связанные с финансами и требующие осторожности. Середина недели принесет вдохновение и творческий подъем, что особенно полезно для тех, кто работает в сфере искусства. К выходным на первый план выйдут семейные заботы. Возможно, потребуется поддержка близких. Близнецы. Неделя благоприятна для общения, встреч и расширения круга знакомств. В начале недели могут появиться новые деловые предложения, которые откроют перед вами перспективные возможности. Однако важно сохранять реализм и не поддаваться на красивые обещания. В середине недели могут возникнуть неожиданные бытовые вопросы, требующие немедленного решения. Конец недели благоприятен для романтических свиданий и дружеских встреч. Рак. Раки почувствуют желание уединиться и разобраться со своими эмоциями. В начале недели вероятны перемены в рабочих процессах, которые потребуют терпения и гибкости. В середине недели может появиться шанс укрепить материальное положение, но для этого потребуется умение договариваться. К выходным захочется провести время с родными или в привычной уютной обстановке, восстанавливая душевное равновесие. Лев. Для львов эта неделя станет временем активных действий. Вам удастся продемонстрировать свои лидерские качества, завоевать доверие коллег и даже получить новые перспективные предложения. В середине недели возможны разногласия с партнерами, поэтому важно не навязывать свою точку зрения, а искать компромиссы. Конец недели порадует приятными сюрпризами от близких или хорошими новостями, связанными с личной жизнью. Дева. Неделя будет насыщенной и потребует от вас максимальной собранности. В начале недели могут возникнуть задачи, требующие аккуратности и внимания к деталям. В профессиональной сфере ожидаются положительные изменения, особенно если вы проявите инициативу. В середине недели возможны неожиданные финансовые поступления или выгодные предложения. Конец недели благоприятен для отдыха, прогулок на свежем воздухе и заботы о здоровье. Весы. В начале недели важно сохранять внутреннюю гармонию, так как могут возникнуть ситуации, требующие дипломатии и такта. В середине недели появится шанс блеснуть своими талантами или заявить о себе в профессиональной сфере. В выходные полезно переключиться на творчество или хобби, чтобы зарядиться позитивной энергией. Скорпион. Эта неделя подарит скорпионам возможность трансформации. В начале недели возможны важные разговоры, которые помогут вам разобраться в отношениях или осознать свои истинные желания. В середине недели на первый план выйдут вопросы карьеры и финансов, потребующие четкого планирования. Стрелец. Для стрельцов неделя начнется с идей и планов. Будьте готовы к новым знакомствам, которые могут сыграть важную роль в будущем. В середине недели возможно предложение о сотрудничестве, но прежде чем соглашаться, стоит все тщательно проанализировать. В конце недели важно уделить внимание здоровью и отдыху, так как нервное напряжение может сказаться на общем самочувствии. Козерог. Козерогов ожидает продуктивная неделя, но придется проявить выдержку и терпение. В начале недели возможны испытания, которые потребуют от вас умения держать эмоции под контролем. А в конце недели важно выделить время для общения с семьей, так как поддержка близких поможет вам восстановить силы. Водолей. Для водолеев это время новых возможностей и неожиданных открытий. В начале недели появится вдохновение, которое поможет реализовать творческие или инновационные проекты. В середине недели вероятны поездки или важные встречи, которые откроют перед вами перспективные горизонты. Конец недели стоит посвятить отдыху. Рыбы. Рыбам предстоит насыщенная эмоциональная неделя. Важно прислушиваться к интуиции, так как она поможет избежать ошибок. В середине недели могут возникнуть финансовые вопросы, требующие осторожности и расчетливости. А в конце недели лучше всего заняться саморазвитием, духовными практиками или уделить время любимым занятиям, которые принесут душевное равновесие. Продолжим говорить о самых заметных событиях к этому часу.
Минпросвещение России выступило с инициативой учреждения Дня наставника. Соответствующий проект указа опубликован на портале проектов нормативных правовых актов. Предполагается, что новый праздник будут отмечать ежегодно 2 марта. Эта дата выбрана не случайно. Она совпадает с днем рождения выдающегося российского педагога Константина Ушинского, а также с днем подписания указа об учреждении знака отличия за наставничество. В пояснительной записке к проекту указа отмечается, что учреждение Дня наставника будет способствовать популяризации и развитию института наставничества в стране. Роскомнадзор официально подтвердил недоступность YouTube на территории России. Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования проверил доступность сервиса и констатировал, что YouTube не работает. Это заявление ведомства последовало за сообщениями некоторых СМИ о возобновлении работы платформы у ряда российских провайдеров. Напомним, проблемы с доступом к YouTube в России начались еще летом прошлого года. Ростелеком сообщал об ухудшении качества загрузки видео, обвиняя в нежелании обновлять и расширять свое оборудование в России. В детской библиотеке «Точка кипения. Центр чтения» продолжается курс занятий по писательскому мастерству для участников проекта «Авторы. Дети». На курсах ребята учатся выражать свои мысли и чувства через письменную речь, создавать оригинальные тексты разных жанров и интересные сюжеты, работать с персонажами и применять базовые литературные приемы. По итогам курса будет выпущен сборник с рассказами и иллюстрациями учеников. Проект существует 5 лет, на протяжении которых дети со всей республики отправляли свои стихи. Лучшие произведения вошли в электронные сборники центра. В этом году проект организовал обучающие курсы. Цель занятий – развитие литературных талантов и навыков писательского мастерства. Вдохновение, потому что дедушка рассказывал всякие истории про Серегинов, поэтому я взяла вдохновение от этих историй. Мама спросила: а хочешь ли ты попасть в этот кружок? Я сказала: давай, потому что с помощью этого клуба я смогу написать много книг. Моя цель – стать писательницей и сочинять всякие сочинения, ну и писать книги. Христиане отметили прощенное воскресенье. Важный день, когда верующие просят прощения друг у друга, очищая душу и совесть от чувства вины. Этот день символизирует примирение и прощание обид, подготавливая верующих к Великому посту. Прощенное воскресенье также является последним днем Масленицы, когда разрешается употреблять яйца и молочные продукты. Дата прощенного воскресенья меняется каждый год, но неизменно предшествующая началу Великого поста. Источником, основой вот такой традиции являются слова Господа и Спасителя нашего, что тот человек, который принес к жертвеннику дар Богу с просьбой о прощении, и по дороге вспомнил, что он имеет с кем-то ссору, то он должен оставить этот дар у дверей храма, пойти примириться со своим ближним, и только тогда дар будет принят Господом. Директор школы номер 1 города Якутска Таисия Горохова получила почетное звание «Лучший учитель СФУ». Награждение состоялось на итоговой конференции Ассоциации Северо-Восточного университетского округа, проведенной 1 марта. Ректор университета отметил высокие достижения школы в области технологического и, естественно, научного образования. Под руководством Таисии Николаевны школа уже много лет входит в число лучших образовательных учреждений Якутска и республики, демонстрируя стабильно высокие результаты выпускников на экзаменах и олимпиадах по математике, физике, биологии и химии. Школа входит в топ-20 школ Якутии по качеству образования. К этому часу это вся информация. До встречи в дальнейших эфирах. И мы продолжаем наш утренний эфир. С 28 февраля по 2 марта состоялся чемпионат и первенство Дальнего Востока по кикбоксингу в памяти первого чемпиона из Советского Союза Александра Иванова. В составе взрослой сборной Якутии выступили почти 30 бойцов, а еще больше участников были заявлены в юношеском возрасте. Сегодня об итогах чемпионата мы поговорим с Андреем Алексеевым, главным тренером Республики Саха-Якутия по кикбоксингу. Доброе утро. Доброе утро, Андрей. Доброе утро. И сразу же вопрос основной. Как прошел чемпионат в первенство ДВО по кикбоксингу? Ну, эти соревнования у нас традиционно каждый год проходят в памяти нашего первого чемпиона Александра Иванова.
Вот, поэтому ну, организация на высоком уровне. Родственники, родные, земляки Александра Иванова всегда вот, к этому очень подходят очень ответственно. Да, и они очень теплый прием гостям делают, да, все на высшем уровне организуют. Да. Ну, вообще, сколько спортсменов участвовало? 130 с чем-то участников было, да. В этом году 7 регионов, ну, включая нас, это Камчатка, Сахалин, Приморье, Хабаровск, Амурская, Бурятия. Вот. А как проявили себя наши спортсмены и, может быть, были те, кто больше всех отличился? Ну, наши ребята львиную долю путевок на Россию забрали, хорошо отбоксировали. Взрослые у нас из 8 весовых категорий 6 чемпионов. Юноши и юниоры тоже лучше, чем предыдущие годы у них показатель. Поэтому, ну, план сделали, работу выполнили. Сейчас надо на России, на первенстве, на чемпионате России достойно выступить. Вот так. Если поговорить с точки зрения зрителя, да, все-таки это всегда очень зрелищные схватки, да. А вот какой бой запомнился, может быть, больше всего на эмоциональном фоне? Ну, у юниоров были очень хорошие бои. Вот, если раньше нам конкуренцию составляли приморские, хабаровские кикбоксеры в основном, в этом году Камчатка очень сильную команду привезли. И вот камчатские кикбоксеры очень хорошие бои показали. Они вот, кстати, летели к нам через Москву. Да, вы что? Да, из Камчатки через всю страну. Да, улетели в Москву, полетали. потом обратно к нам. И один билет, говорят, вот на одного человека 118 тысяч стоит. Ого. То есть реально проделали огромный путь. Достойно уважения, безусловно. И летели, вот, получается, 18 часов лета, чтобы выступить у нас на нашем. И почти сразу окунулись в мир сражений, Да. в тренировки, в бои. Да. Ну, по идее, это, если напрямую летели бы, это 3 часа. Да, здесь же расстояния небольшие. Да. А как в целом можно оценить уровень подготовки наших ребят на сегодняшний день? Вот вы как тренер, что можете сказать? Ну, вот чемпионат первенства ДФО у нас как подготовка к чемпионату страны. И отбор туда же получают. То есть первые, вторые места получают право участия на чемпионате первенства России. Вот, и на этом этапе, ну, нормально. Дальше еще ошибки надо исправлять, дальше идти, развиваться, чтобы побеждать таких же соперников, которые также готовятся, чтобы стать чемпионом. Конечно. Нет предела совершенства. Да. Ну, а если все-таки давайте поименно как-то озвучим, потому что все-таки кикбоксинг любят у нас в республике, и, возможно, кто-то из сейчас телезрителей не смотрел, да, может, онлайн-трансляцию, да, может быть, выделите каких-то вот прям ярких звезд. Кто вот именно вам запомнился? Да. Ну и вообще, на кого сегодня возлагается надежда, кто все-таки может создать конкуренцию на чемпионате России? Так, ну, у взрослых это наш Михаил Иванов, трехкратный чемпион России, Вадим Колтовской, пятикратный чемпион России, вот, Цивстер Тимофей, вот, Айтал Петров. Ну, они вот в прошлом году, в 2024 году стали чемпионами России. На чемпионате России мы завоевали 9 медалей, 10 спортсменов повезли и 9 медалей взяли, поэтому как бы, ну, это как бы наоборот, теперь уже наши соперники против нас готовятся. Уже знаем. Да, они нас боятся, уважают и накапливают нас изучают, силу. И чтобы стать чемпионом, им нужно нас побеждать. Поэтому ответственность еще больше. Ну, из молодых я бы отметил Алексея из Хатасов, Николая Слепцова, Машади, вот из Кангаласов. Молодые ребята, юниоры, они вот скоро на взрослый ринг выйдут, перейдут. Они тоже очень хорошо себя проявили. Их вот тренера проделали хорошую работу. Вот, так что
у нас в тренерском штабе Узхан Анатольевич Барашков, старший тренер юношеской сборной, очень хорошую работу проделал. Вот, поэтому вот, Гаврил Савинов из Хатасов, Гесер Гатыпов, Кангаласов. Вот, хотел бы отметить работу наших тренеров, нашу команду. Вот, ну, чем мы сильнее, тем больше против нас готовится. Нельзя ни в коем случае останавливаться на достигнутом, и постоянно нужно держать ребят в форме. Дальше больше как бы. Ну, а какие еще ответственные старты ждут спортсменов сборной Якутии? Вот в апреле у нас будет Кубок России в Омске у взрослых, а у юношей и юниоров в мае месяце первенство России будет в Казани. А у взрослых чемпионат России в ноябре будет в Дагестане, в Каспийске. То есть еще есть такие серьезные соревнования, на которые наши ребята также готовятся? Да, главные старты этого года впереди. Как бы это только, это начало года, да, и действительно все только начинается. Вот так. Спасибо большое за то, что посетили наш эфир. Мы желаем сборной Якутии, ну, конечно же, побед. Только побед. Только побед. Ну и, в принципе, если вдруг даже чуть-чуть что-то не получится, то это лишь такой огромный шанс проявить себя в будущем. Это спорт. Спасибо вам. Ну что, дорогие друзья, на этом наш утренний эфир подходит к концу. Мы увидимся завтра в 7:00 на телеканале Якутия 24. Всего доброго и удачного дня.